Все свои. Почти все причастны. Что это? Кто причастны? Может, у нас много помощников, которых мы даже не знаем, из других городов. Мы помогаем, они тоже послушают. Что-то я очень рад вас приветствовать. Начнем издалека. Чтобы понять всю картину, всю вопросы, надо идти сначала. У святых отцов такие выражения о начале, да, в начале. То есть надо всегда вот разбираться в начале. Когда ты уже поймешь, что то, что сейчас происходит и в политике, и вообще вот, во всем будешь в курсе. Потому что мудрость, она всегда вот из сердцевины, из веры, из сердец, она в духовной сфере. Человек создан свободным. Бог сотворил человека по образу своему, и, может быть, величайшая часть этого образа – это именно свобода. Свобода – это возможность выбора. Как мы всегда раздражаемся, когда вот нас к чему-то принуждают, когда заставляют, когда вот вмешиваются в нашу жизнь, у нас сразу идет такая вот яростная защита, прям с детства это видно, своего «я». Да, вот примерно с 3 лет человек осознает себя как личность. Это действительно образ Божий человек, потому что Бог сам свободен. Он сам знает свои цели, сам знает способы их достижения. Но свобода человеческая, она состояла не в том, что вот делай, что хочешь. Делай, что хочешь, но не все полезно. Все позволительно, но не все полезно. То есть у человека есть определенная цель. Эта цель заключается в любви. В любви, то есть не просто наслаждение, а в любви, то есть в соединении. Надо прийти к Богу, надо служить Ему, надо быть Его сыном. А сыном быть сложно, да? Есть блудные сыновья, есть родные дети. Поэтому свобода дана для ответственности, свобода дана для... Слава, наша молодежь сегодня придет, свобода дана для определенного ограничения. И в этом как раз она и раскрывается, свобода. Вот если взять пример спорта. Допустим, пришел ты в секцию легкой атлетики или акробатики. И ты хочешь научиться, скажем, вот как прыгуны в высоту, сколько они там, 4 метра, допустим, 5 метров берут. Но для этого есть определенная методика. То есть вот так разбегайся, вот эта дистанция, вот шест, держи вот так. Когда там взлетишь ноги, вот, ну я так представляю, да, там, ставь так. Или в боксе. Вот стой так, корпус разворачивай так, руку держи так, бей не так, это не так. И тогда уже будет удар, да? То есть тогда будет сила. То есть сила, она вне свободы. Сила, она в порядке, она в подчиненности. Также в человеке. Вот, он тогда силен, он тогда вот, могуч, когда он знает вот эту цель, взять высоту, и к этой цели уйдет. Ну или вот, например, для тех, кто на юг собирается. Одно дело, лежишь на пляже, отдыхаешь, да, наслаждаешься, кушаешь там мороженое и любуешься голыми телами. А другое дело, идешь в поход, собираешь рюкзак, тоже на юге, тоже солнце, тоже море, но дисциплина, да, ты навсегда с собой везешь взятую с собой гору, она с тобой, ты достиг этой вершины. Тебе пришлось отказаться от многого. Помню, мы один раз вот пошли такую пешую, как раз пешая прогулка, там надо было рано встать, туда на точку сбора приехать, по этой жаре идти. Я до сих пор, вот, допустим, стоя по детскому миру, больше вспоминаю вот это, как мы там шли, действительно тяжело. Зато мы поднялись там в какие-то вот эти тропки, где бои шли, где вот там сейчас могилы солдаты, помолились там. А также и свобода. Если человек этого не делает, если человек меняет море на таз, если человек меняет сокровище на ломаный грош, да? То есть меняет сладость духовную на сладость телесную, что происходит? Происходит рабство. Внешняя несвобода. Сначала ты раб своих страстей, у тебя просыпаются эти желания, которые управляют тобой, они уже как марионетка тобой ударят. А потом это приходит внешняя несвобода. Ты попадаешь в больницу, ты попадаешь в тюрьму, ты попадаешь в нищету, так что ты вообще вот прямо
не вздохнуть, не шагнуть, ни в автобус сесть. Сплошь и рядом, кстати, даже вот наши друзья, когда из колонии выходят, иногда выходят иногда, потом звонят, говорят, приходила тогда женщина, я ей даю письмо забрать, и даю коллегу, говорю, вот заодно пойдете на почту, надо его взвесить, говорю, тут, скорее всего, наклеить надо будет рубля. У меня нет рублей. Вот так. То есть в таком состоянии находит, абсолютно неловко. На днях приходила женщина, говорит, надо ехать в службу занятости, 30 рублей нет, дайте 30 рублей, нет 30 рублей. Автобус. То есть ты попадаешь в такую вот нищету, это не добровольная бедность. Христос тоже призывает к бедности, не добровольно, разные вещи. А тут не добровольно. Ты попадаешь в плен обстоятельств, да, когда к людям не можешь зайти. Этому собрал, этому нагрубил, с этим поссорился, с тем разругался и не с кем общаться. Это, кстати, тоже часто пишут из тюрьмы. Говорят, никто со мной не общается. Мама родная не звонит, не пишет. Муж ушел, дети со мной не общаются. Друзья все разбежались. С одной стороны, они, конечно, такие жестокие, а с другой стороны, думают, как надо было жить. Я так примерно представляю, как надо было жить последние лет 5-10, чтобы довести себя до такого состояния, что с тобой никто не общается. Человек, конечно, этого не описывает, но я могу догадаться, что человек делал. Он просто жил как страшный грязь, то есть он на всех плевал. На всех плевал. И что его теперь все бросили от него тюрьмы. И вот одно из проявлений такой несвободы – это тюрьма. То есть, когда общество само, это из древнейших времен, конечно, оно изолирует человека, потому что он опасен. Он опасен для других, он убийца, он вор, он насильник, да, он грабитель. Его надо изолировать, нельзя набить на свой. И тут уместна сила, потому что нас сегодня вот выпускают иногда, говорят, вы же христиане, Христос велел не убивать, а как вы применяете оружие, а как не применять? Бог всегда велел применять силу, и сам применял силу, и нам велел применять силу, чтобы сдерживать зло. Я говорю, давайте, например, начнем. Вот ЦПК, 3 колонии у нас в Чоре. 1-я, 25-я и СИЗО. Несколько тысяч человек. Давайте отпустим всех на свободу. И, может, вы сами туда пойдете. Там есть людоеды, там есть педофилы, там есть маньяки. Ну что, их просто вот возьмем выпустим. Они сами не умеют собой управлять, они стали рабами греха. Понятно, что кто-то невинно, кто-то там, может, излишне жестоко наказали. Но там действительно есть люди, которые сами пишут потом из-за решетки, говорят, как хорошо, что мы здесь оказались. Я был рабой греха. Если бы меня сюда не посадили, я бы уже все. Уже бы скончалась там от передозировки или еще где-нибудь. Меня бы уже не было. То есть они уже понимают свою слабость, свою немощь. Помните, как я рассказывал тоже историю? Один товарищ, который постоянно, каждые полгода тоже, его возьмут, его уже не сажают, потому что он уже и там всем надоел. Он уже все больницы перебежал, все колонии уже пересидел. Он специально идет что-нибудь ворует, лишь бы его посадили, потому что ему негде жить, ему нечего есть, абсолютно вот такой, абсолютно нищий. Вырос в детском доме, вот, полный раб греха, получает пенсию, вместо того, чтобы заплатить там 2000 за квартиру, сидит, играет там в казино, электронное, там деньги, понимаете, вот такой раб себе. Вот. И вот с ним был такой случай. Он после очередной своей, как говорится, вот этой ямы опять звонит, кается, жалуется, говорит, отец Максим, ну все, простите меня, там, у меня было сахарку, чайку, там, и нет, крупу, сахар и что-нибудь к чаю. Так вот. Я в том районе, где вот он жил, женщину прошу, говорю, пожалуйста, вот завезите мне только ничего больше, крупу, сахарку и что-нибудь к чаю. Вот вам там 100 рублей, прямо 150, не больше. Она присылает через пару часов фотографию. Булка хлеба, там, пачка печенья, рыбное филе, банка тушенки. Она говорит, я посмотрел, мне так и жалко стало, такой худенький. Я говорю, что вы мне делаете? Ну, такая непослушная. Но сказано же было, крупу, сахарку, что-нибудь к чаю. Пьянка. Началась очередная пьянка. Тут же прибежали друзья, понюхав это. Тут же появилась выпивка, и пошло опять, и понеслось.
То есть человек не владеет собой. Ему банка тушенки лишней, все, у него душа даже понеслась в далекие дали. Поэтому самим людям надо, самим людям нужна вот эта внешняя рука. С автоматом, с собакой, с колючей проволокой. Вот это надо. Поэтому воинское служение всегда нужное, благородное, священное. Только единственное, что надо отметить, это сейчас, к сожалению, часто стало звучать, что воспринимается воинское служение как заработок. Это очень глубочайшая ошибка. Глубочайшая. Даже в УФСИНы идут люди зарабатывать. Не все, конечно, там я уверен, что есть такие честные служаки, которые прям неделями, может быть. Они идут зарабатывать, так и говорят, ну тут вот пенсия тогда-то, льготы такие-то там. И даже про войну сейчас говорят. Съездить на войну заработать. Съездил, получил ранение, купил машину. Сейчас еще раз поеду, там я квартиру надо заработать. То есть буквально так изменилось. Это большая духовная ошибка. Война. Да, льготы, там, понимаете, то есть война стала восприниматься как бизнес. Про полицию также рассуждают. Про полицию я помню, с одним полицейским разговаривал, говорю, как обстановка будет? Тяжело. Приходит молодежь, приходит зарабатывать. Вот новый сотрудник. Мы, говорит, 20 лет назад, когда приходили, мы стеснялись спросить вообще, какая зарплата. Это считалось неприличным спрашивать про зарплату. Ты пришел служить, служи. Какая-нибудь будет, получишь. Там, без штанов не останешься, служи. А сейчас, говорит, приходит сразу, а какие льготы, а когда пенсия, когда там санатория, а когда там оплата проезда к месту отдыха, там, а детям что. И поэтому с ними тяжело очень. Потому что воинское служение, оно связано со смертью, с готовностью убить. А отнять жизнь, это Божья, вообще это Божья прерогатива. Бог дает жизнь, Бог ее отнимает. Вот. И Он как бы нам доверяет, вот военным, полицейским, да, вот, сотрудникам УФСИН, он делегирует это право убивать в случае крайней необходимости. Да? Убивать, если ты стал фашистом. Убивать, если ты стал маньяком. Убивать, если ты стал убийцей. Делегирует. Но это священное право. Это священное. Это вот считай, что как дело самого Бога. С каким трепетом ты должен исполнять, потому что ты можешь ведь ошибиться. Ты можешь применить там, где не надо. Ты можешь ожесточиться, ты можешь посчитать, что это ты такой вот здесь, сильный, большой, там, крутой и так далее. Ты можешь забыть о Боге. Поэтому никогда нельзя это дело делать за деньги. Деньги это будут потом, вознаграждение. Не думай вообще о деньгах. Если уж идешь на войну, вот, ярость благородная, и все. И даже принципиально, даже вот будешь подписывать договор, никто не посмотрит, какая там цифра стоит. Потому что это не важно, ты пошел защищать даже не Родину. Родина это второстепенно. Первое, ты пошел защищать Божью правду. Божью правду. Спасать мир, не только свободу, спасать мир там, от фашизма, нацизма, там еще от чего-нибудь. Второе, защищать Родину, защищать людей. Да? А третье, это уже твое удовольствие, это понятно, непонятно. Война войной, а бед по расписанию. Это сегодня действительно приходится об этом говорить, потому что висят ценники, висят прайс-листы в учреждениях, в детских домах. Пулеметчик там столько тысяч, связи столько тысяч, водитель столько тысяч. Позор. Просто позор. Стыд. Ужасно. И вот люди в тюрьмах находятся, то есть это надо. Это надо. Это надо, чтобы остановить вот то зло, которое к ним пришло. Но на этом нельзя остановиться. Это как бы одна часть. Да? И это другая часть. Это хорошо сказал так, один человек, написал так, мудро, глубоко, серьезно. Видно, что много думает. Но, кстати, очень бывают думающие люди. Они вопросы задают. Некоторые очень примитивные, знаете. Сразу там. Здравствуйте, меня зовут, а иногда даже не пишут, не здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я вам напишу, что мне надо. Мыло, мочалка, шампунь, что-нибудь такое. Такая святая простота. А бывает и так. Мне надо шампунь Пантин Прави, мыло дав. Ну, правда, знаете, мы как раз, когда вот это было письмо про шампунь Пантин Прави, как раз дело было перед Новым годом, у нас деньги были. Мы пошли тогда в ленту, там покупали несколько посылок. Ну, слушай, Господь сказал, по вере вашей да будет вам. Ну, смотри, он не намного стоит, на 30 рублей дороже. Давай отправь. Давай, потому что женщина пишет, значит, ей надо. Ну, может, у нее волосы какие-то особые, они часто пишут, у меня там длинные густые волосы. Может, ей другой не подходит. Может, она действительно хочет выйти красивой, там, муж ее ждет, друг обещал. Нет, батюшка, а как же пачка чаю и
пачку крупы. Нет. У меня стандартный набор. Вот, а я же подчеркнул, там человек, то есть поверье ваше будет, то есть он просит, он знает свою вещь. Поэтому мы даем то, что просит. А здесь человек просит. Понимаете? Причем немного просит, а вот там несколько позиций, но почему-то шампунь именно такой. Мы отправили в ту сумму. Не всегда так делаем, не всегда отказываем. Я не делаю. Мужчина как-то попросил, вот мыло дав, это был мужчина. Вот. Да. А понимаете, а у нас оно лежало, кто-то принес, пожертвовал мыло дав. Ну что делать? Ну просит человек, может у него кожа проблемная какая-нибудь. Ну надо тебе мыло дав. Иногда мы отказываем, конечно, иногда и не все посылаем, гель для душа там не посылаем. Вот. И бывает, что нет, это наглость, это уже это лишнее. Вот. Ну, недавно тоже написала женщина. Хапивный вы прислали шампунь, спасибо, но мне не подходит, меня там страшно перхать. Пришлите другой. Ну, был другой паспорт, отправили, не жалко. Но я что хочу сказать, некоторые пишут так, а некоторые прямо, знаете, философы, и видно, что человек не просто так тебе, так сказать... За материальный. Да. Он действительно думает, он ищет эту правду. И вот один мужчина, я немножко оперся, он написал, говорит, как было на Руси. Вот гонят людей по этапу. И люди к ним, как к военнопленным, с едой. Потому что это милостыня. Это милостыня. Вот. Ведь мы уже наказаны. Теперь нас надо миловать. Вот для меня это, знаете, прям стало таким лозунгом, прямо девизом. Люди уже наказаны. Ну и Господь сказал, милости хочу, а не жертвы, да? Да, то есть дай им милость. Они же не просят, и, допустим, правда, был такой случай, где женщина, оплатите мне адвоката. Ну, помогите мне с адвокатом. Я ей так написал, говорю, нет, это уже не наше. Это уже не наше. Хотите, пишите там, судитесь, кассация, апелляции, нанимайте, но мы в этом помогать не будем. Мы ваше дело не знаем, наше дело вот дать вам милость. Людям дать надо милость. Для чего? Чтобы надежды не потеряли. Чтобы не ожесточились. У них же большая обида на родителей, на суды, на полицию, на УФСИН, на нас, на всех там. Большая обида. Ведь по сути не сами. Сейчас я скажу, разумеется. Они сами виноваты, но вот подвести их к осознанию своей вины, это как гору сдвинуть. Вот сиди с человеком, разговаривает 3 года, и ты до него не достучишься, что он сам виноват. Не достучишься. Никакими словами, никакой философией, никакими примерами, никакими аргументами ты не достучишься. Единственный, ну может не единственный, но вот тот аргумент, который реально может человеку открыть душу, это милостыня. Это милостыня. То есть когда он получает что-то ни за что, мы не требуем благодарности. Мы не требуем от него, там, не спрашиваем, какой же веры, что так, мы этим даем, этим не даем, потому что я одному там парню, он точнее сам увидел письмо у меня на стене, и говорит, я готов помочь, только надо знать, какой веры человек, какой он ходит там, не приход, а вот он сам протестант, и говорит, какой он принадлежит общине, кто у него пастор, когда он там крестился. Я говорю, слушай, мы это вообще никто не спрашиваем. Человек просит милости. Дай ему милость ни за что, без вопросов, без упреков, без всяких требований. Ему нужен чай. Мы пьем чай? Пьем. Кофе пьем? Пьем. Ну, человеку нужно кофе, у него давление низкое, он там в 5 утра, как женщина написала, я на работу стою, я не могу пить. Пьем, что кофе? Много стоит, 100 рублей. На маленькой пачке. Ему вот это надо дать. Носки носим, люди просят носки. Через милость, значит, заживает образ Божий. А через милость человек, когда вот он это получает, он начинает смягчаться, он начинает меняться. Не сразу. Иногда это надо, знаете, вот такая уже хрестоматийная история, но я ее еще раз расскажу. Женщина одна, ну как обычно, попросила посылку. Ну, собрали стандартную посылку отправили. Потом еще что-то попросил, там лекарства, по-моему, даже фосфоглиф часто просто пожар печени, как раз кто с наркотиками был связан, а он же дорогой, да, фосфоглиф. Фосфоглиф попросил, отправили. По-моему, я не знаю, 3-й раз, может. В общем, 2 точно отправляли. И она потом пишет. Она говорит, отец Максим, вот, я буду рассказывать все как есть. Я первый раз просила, я не сильно нуждалась. Просто вот все вокруг писали, просто так получали, а там же в колонии, там все на вес золота. Понимаете, там цены вот такие, заработки вот такие. Там человек может, одна женщина, как и сказала, говорит, я за месяц вот получаю за вычетом всего 75 рублей. Реально так. Ну, кто-то говорит 800 рублей. Вот
Вот вся зарплата за месяц 800 рублей. Ты приходишь там в этот магазинчик, там сахар 150, пачка чая там 200. Вот. И вот стоишь и думаешь, что купить себе, туалетную бумагу или там пачку чая. Вот. И она говорит в письме, что я попросила тоже, скорее говорит, даже зависти. И мне прислали, и ничего не спросили. Я попросил еще раз, там, через год. Мне опять прислали. Сейчас, я стала меняться. Мне не надо ничего, я у вас ничего не прошу. Я наоборот перед вами каюсь. Вы только меня не бросайте. Вот у меня начали появляться вопросы. Вы мне, пожалуйста, объясните, вот почему меня так тянет к Иоанну Крестителю. Нельзя, почему, ну вот он для, ну она тоже, он для меня как Бог. Вот почему-то я там, то ли родилась уже в день его памяти. Ну, вот у меня тянется душа к нему. Объясните мне, пожалуйста. Я ей как-то написал, ну, конечно, строго объяснил, что нельзя никогда святого путать с Богом. Бог есть Бог, а Иоанн Креститель выше всех рожденных женами, но он не Бог. У него там еще были десятки вопросов. Вот прям писала, говорит, я не буду вас ничего просить, только буду спрашивать. Вот сейчас она вышла по досрочному уже, там, в регионе живет. Для меня это стало показателем, что милость, она меняет людей там. Она их меняет. Я это уже не десятки, но десятый раз уже точно увидел и услышал. Люди выходят, пишут, так и пишут. Я сохранила веру. Я сохранила веру. Писал фотографию там, в храме. Образ Божий оживает в них. Да, потому что Бог милости. Бог это милость. Христос же как и говорит. Потому что Отец дает всем пищу, свет, тепло, добро. Он дает всем. И вы говорите, делайте так. Врагов любите, ненавидите, благословляйте, чужим благотворите, не своим. Если вы делаете своим, какая вам взаимная кара? Но вы будете милосердны, как милосердный Отец ваш Небесный. То есть милость нас соединяет с Богом. Бог милость, Бог милосердный. Он, во-первых, милосердный в том, что он долго ждет. Он может всю жизнь вот так человека, знаете, вот такого вот уже вот этот пьяницу, проходит наркомана, вот Бог его может всю жизнь содержать, то есть держать, посылать к нему там. Мы перестали помогать, другой будет помогать, то есть Бог будет ему через людей давать милость. Для чего? А чтобы он перед смертью покаяться. Он перед смертью будет умирать, там, допившись до белых чертиков. Ну, вот. И скажет, слушайте, я всю жизнь свою закупил, я всю жизнь там просидел по фильмам, плачет, и Бог его простит за эту слезу, как разбойника простил, не простил. Вот. А мы, если ожесточимся и скажем, ну, что там это, социальное дно, пускай сидят, да, пускай отбивают. Я же не таков, как одна женщина сказала, говорит, ну да, церковь, наверное, нужна для таких вот там опустившихся женщин, каких-нибудь там воров. Это вот им деваться некуда, для них церковь, наверное, нужна. Я убежден атеистка, там, и в моем учреждении тут никаких священников никогда не будет. Так сказал. Вот. И ты вот так вот жизнь проживешь с высшим образованием, с ученой степенью, такая вся красивая там, и к Богу не придешь. А Он придет. Вот Евангелие нам это показывает, да, что фарисеи умные, чистенькие, образованные, все знающие, на зубок там, загадки умеющие загадывать. Не узнали Христа. Не узнали. Распяли, предали. Да? Сговорились, давай, вот мы его предадим, чтобы не было революции. И в итоге и город христиан потеряли. А разбойник узнал. На Христе, но узнал. Помяни меня, Господи, когда придешь во Царствие Твое. Он узнал, что Господь идет в Царство, он идет, чтобы как император. Знаете, вот те же Пилаты, вот они же ездили к императору, чтобы получить Царство. Он узнал, что Иисус идет к Отцу, чтобы получить Царство, чтобы получить Небесное Царство. Вспомни меня, Господи, когда придешь во Царствие Твое. Все, это же будешь со мной. То есть нам надо вот этому научиться, просящему давай, просящему давай. Просит человек, письмо пишет, ну пускай там элементарные вопросы, да, такие глупые, может, например, наивные вопросы, так и пишет. У меня глупые, наивные вопросы. Но объясните мне, допустим, как Бог может вот терпеть, вот меня тут обижают, как Бог может это терпеть, что меня тут все обижают. Ну так и спрашиваю. Ну объясняешь как ребеночку, да, вот так, тоже начиная там сначала, или еще как-нибудь терять Писание, или своими словами. Ему нужно слово, дай ему это слово. Кто-то говорит, у меня маме надо слуховой аппарат. Помогите ей, пожалуйста. Мне ничего не надо, а маме надо. Вот адрес. Мы написали маме письмо. Мы вам поможем, нашли, кто поможет, все нашли. Вы нам только скажите, какой вам надо аппарат там. Там же различаются.
Мама почему-то так не написала, и женщина так не написала. Кто-то пишет, мне лекарство. А как можно лекарство не употребить? И лист заказа, подписанный врачами, с печатью, с синей печатью, медучреждения. Раз, два, три позиции, там, на 3000 рублей. Ну, что купи, отправь, значит, в колонии нет. Как там пишут иногда, да, здесь, вот, у нас есть зеленка, йод, вот здесь анальгин. Больше нет ничего. А человеку надо то. Где-то в колониях есть, а где-то, может, и деньги есть, а может, не знаю, а может, нет этих денег, а может, куда-то, может, не купили вовремя. Ну, какая разница, не твое дело. Человеку нужно, врач подтвердил, что нужно. Купи, собери. И второе, вот, что я понял. Первое, что вот людям нужна милость, что она их спасает. А второе, конечно, что она спасает нас. Что она спасает нас. Что мы меняемся. Что вот вера без дел мертва. Когда вера становится такая живая, действенная, да, когда ты вот можешь раз в неделю собраться, бродягам супчик сварить. Не твое дело, почему они такие слабые. Если ты, как мне сказала одна женщина, батюшка, вот если вы родились, как вот мы родились, если вас воспитывали, как нас воспитывали, вы бы, наверное, поняли, почему мы так живем. Я говорю, все, я понял, молчу. Вот. Ты родись, как они родились, ты проживи, как они прожили, ты получи воспитание, каких били там и на кречке держали, тоже одна женщина из колонии писала. И я искренне пишу, не подумай, что это. И тогда мы судили. Ты же, как ты можешь судить? Дай им обед раз в неделю. Да? И вот стоит человек возле храма, стоит милостью просит. Ну что, тебе много просит, что ли? Ты 2 рубля ему даже положишь, и то он благодарен. Но из этих 2 рублей, как вот, я, кстати, вчера вам скажу, я был поражен, я, может, еще долго буду потом рассказывать. Вчера стоит вот тоже человек возле храма, который просит деньги. Вот. Ну, я так, немножко минутка была, я остановился, немножко поговорил. Он говорит, да все, я уже на дорогу сегодня насобирал. И говорит, вот только на молчу, сегодня говорит, дождик, никого сегодня нету. Да у меня, говорит, котята там, ну, именно хоть раз в неделю-то надо молочка дать. Понимаете, он котятам свои деньги собирает. И меня крутило. Я говорю, слушайте, как вы живете по Божьей заповеди, как птицы небесные. Ну, помните, у Христа есть такая заповедь, кто из нас ее исполняет? Вот чтобы жить как птица небесная. Вот на сегодня есть деньги, доехать до дома и котятам купить молочко. А на завтра вообще нет ничего. Вот. Не думайте о завтрашнем дне. Кто из нас вот поднимет руку и скажет, у меня на завтрашний день вообще ни 1000, ни 500, ни куска хлеба. Я живу как птица небесная. А человек живет как птица небесная. Человек живет по евангельской заповеди, понимаете? Ну и то, что он пьет, это не твое дело, это Бог за это будет судить. А зато он заповедь исполняет ту, которую из нас почти никто не исполняет. Он не заботится о завтрашнем дне. Я так был поражен. Надо же. И уже поехал бы домой, нет, ему вот еще котятам надо на молочко насыпать. 50 рублей. Вот. И ты не суди. И дай. Ну не хочешь дать 50 рублей, ну дай 2 рубля, он будет рад, ему уже 48 только осталось. Вот. Написал ответ заключенный, вот у меня, кстати, сокровищница, кто хочет, он всегда готов делиться. Возьми, отправь. Ну 2000 рублей, согласитесь, для семьи, обычной семьи, это не вопрос раз в квартал, допустим, раз в 3 месяца оторвать от семьи 3000 рублей и поставить. И мы меняемся, у нас сердце открывается. Уж не говоря о том, что у нас меняется психология, что мы детей не будем баловать. Пусть дети от себя оторвут эту шоколадку, пусть они от себя положат, пусть скажут, да, слушай, ничего себе, учитель, какая жизнь. Я думал, я самая несчастная, а тут есть люди, оказывается, несчастнее меня. Поделятся. Потому что, как вот кстати, та самая женщина написала, которая говорила, что я больше ничего не буду просить, только вы мне не бросать. Она такие строчки написала, я прям их специально подчеркнул, обвел, потому что бледная паста была, там с ручками тоже дефицит. Обвел и в контакт написал, говорю, люди, читайте. Она, знаете, что написала? Она говорит, мы здесь все оказались потому, что родители работали целыми днями, чтобы дать нам все. А нам это все не надо было. Нам не нужны были эти сладости, санатории, там, колготки красивые, нам это было не надо. Нам нужно было общение, любовь, чтобы мама, папа любили. И мы, когда подросли, мы пошли искать удовольствие там, где не надо. Кто-то в пьянке, кто-то в блуде, а там потом и драки, и все. Кто-то в наркотиках. Поэтому мы оказались здесь.
прям крик нашему обществу, да, не давайте детям все, не покупайте им квартиры, не кормите их сладостями, не возите их там на эти дорогие там квесты, развлечения. Вы своим детям готовите дорогу к чему? Такими путями. Ну дай Бог, конечно, это не факт, что это состоится, может не получится, но реально. Это не единственная же причина. Конечно, не единственная. Конечно, не единственная. Духовная сфера такая, что мы сейчас говорим о всей системе. Да, есть и другие причины. А бывает, что наоборот, ребенка хорошо в него много вложили, и он потом стал слабым разумом. Но это явная причина. Это вот явное следствие, вот, что дети, которых балуют и которых не заставляют работать, которых родители хотят дать сладкую жизнь и лишают их как раз духовного воспитания, что они могут стать вот кандидатами, реальными кандидатами. Ну, я просто имею в виду, что в таком, как бы сказать, сценарии еще что-то должно повлиять, кроме такого отношения родителей. Само собой. И самое главное, там, это факт. Не говорю, что это причина. Причина у нас всегда только одна, это наша свобода. Это факт. Это факт. А иногда бывает, я видел, что люди погибают в таком состоянии. Что буквально вот парень, который в богатой семье его воспитывали, вот, привык к этому. Пошел с другом на ручей там посидеть, подышать, чем-то не дышался. Не на войне погиб, не в труде где-то, не в шахте для нас спасать. Ну все, в завершение, вот я сейчас уже монолог, наверное, закончу, пообсуждаем, ладно, есть что такое. Просто, как пример, прочитаю одну благодарность из города Иваново. У нас несколько регионов, Иваново тоже пишет. Обычно просто наугад, взял, какая была фабрика. Меня зовут Светлана, посылочку вашу получила. Огромное спасибо. Дай вам, Господи, здоровья. Я очень обрадовалась. Хочу поздравить вас с праздником, Святой Пасхи. Желаю здоровья и самого наилучшего, всего самого хорошего, любви. Ну, искренне, согласитесь, простые искренние слова. Низкий вам поклон. Спасибо вам за вашу доброту, поддержку, спокойствие. Хранит вас Господь. Спасибо вам огромное, что хоть немного поддержали. Дай вам, Господи, здоровья, низкий вам поклон. С уважением к нас. Что? Давайте и даст сама. Ну все, тема большая, я могу тут, не очень долго говорить. Лучше я вам пожалуйста. Так, может вопросы какие-то по моему слову есть? Силы проверяют? Конечно. Там очень сложно, там конфеты разворачивают, конфеты по бумажкам разворачивают, каждую поштучно. Мы один раз для эксперимента решили съездить сами в СИЗО, сюда вот в Чов, посмотреть, как вообще это происходит. Там никого не было в очереди, и сотрудник говорит, что вам повезло, такое бывает раз в 2 месяца, что никого нет. Они так посидели мы 4 часа здесь в очереди, никого не было вообще. Вот. Ну все спокойненько, там надо расписывать, порошок, такой-то, столько-то грамм, щетка зубная, такая, эта штука, там 20 грамм, паста зубная, наименование такое, все это надо писать в списке, все это сдаешь, ВИЧ-пакеты, ну, вермишель, лапшу надо вытряхивать из пакетиков, пересыпать в обычные целлофановые. Конфеты надо высыпать в пакет и каждую разворачивать по отдельности. Вот. Ну, там, колбасу там режут, пироги ломают, да, все. Это шампунь. Каждый. Но с почтой проще, потому что с почтой они все это делают сами, не в твоем присутствии. Говорит, это вот вы пришли, говорит, у нас говорит, просьба такая, вы шампунь, пожалуйста, не заклеивайте скотчем. Или не замучились их там разрезать. Я говорю, мы не можем не заклеивать, потому что они поливаются. Приходится заклеивать. Все проверяется, конечно, строжайшим образом. Многие вещи не пропускают, там что-то можно, что-то нельзя, там список. Ну, это уже почти изучили. Письма не везде передают, но письма обычно не посылки не передают. Но в каждой посылочке обязательно письмо, желание, наставление вере. Ведь письма тоже, они ведь люди читают, берегут их. Потому что в каждой колонии есть храм. Но ходит из него, знаете как? В колонии 300 человек, ходит 20. Хотела спросить уже про надо ли 2 раз и 3 раз посылать. Сейчас уже да. ответили. Да, посылать. Потом еще Господь Бог вопрос. Я вот думаю, на фронт хочется послать и туда. И туда. И на фронт пошли, сюда пошли. Потому что это тоже фронт. Это тоже фронт. Как раз сейчас спрашивают, как правильно молиться вообще о войне, обо всем. Я говорю, вот так и молиться, исполняя волю Божью. Если ты творишь дела Божьи, как Христос сказал, да, вчера об этом читали, говорит, верующий в меня дела, которые я творю, сотвори, и больше сих сотвори.
Если ты творишь дела Божьи, ты имеешь дерзновение, ты можешь у Бога просить. Ты можешь своими словами просто сказать: Господи, пусть война как-нибудь остановится. И Господь услышит тебя. А если ты не творишь, бесполезно, что ты можешь. У меня еще вопрос. Женщина, я знаю, что она после храма после говорит, что она беженка. Но я знаю, что она не беженка. Вот я от нее отвернулась и прошла. Положите ей пирожок. Положите ей конфетку. Положите. 10 рублей положите. Ну, идете в храм, уже надо знать, что там люди просят. Но она на улице просила. Я знаю просто, что... Ну, дай 50, дай 50. И 100 рублей. И 100 рублей надо дай. менять по 50 рублей и с собой себя. Да, никто не так не делает. Еще тоже на эту же тему. И 1000 дашь, не ошибешься. Даже если она потратит на то, даже если она не беженка, дашь, не ошибешься. Потому что ты исполнил заповедь Божию. Даже если она на плохое дело потратит, Господь все равно через милость, я об этом рассказал несколько примеров, как это затянется. Я убедился, что даже если человек обманывает, Господь все равно может выправить это все ко благу за твое милосердие, за то, что ты по заповеди Евангелия дал просящий. Человека, да? Дай и скажи, только чтобы там не на кухне, не на выпивку. Все, ты своими словами уже снял свою ответственность, остальное уже надо. А еще последнее спрошу. Вот он тоже правильно, женщина говорит: вы в магазин не идете? Я говорю: ну нет, не иду. Потом мне стало стыдно, я сходила в магазин. Принесла, а она и дают тем, кто там стоят рядом. Она начала на меня кричать: зачем им даете, зачем вы им даете? И мы так полными мешками бегали. И он даю батон, а молоко еще не достала. Она говорит: я молоко заказывала. Ну, не я молоко и яйца. Она взяла такая, говорит: надо просто сказать спасибо. Она начала там какую-то. Я сказала ей так: надо просто сказать спасибо и пошла. Можно даже не получать, просто сказать: во славу Божию. Во славу Божию. Потому что какой мере меришь, такой Ну обменишься. это женщине подавать еще. Конечно. Видео, в сети я видела, да, на этот же вопрос видео, вот я видела. Стоит бабуля в магазине и просит. Ну, девушки что-то попросила, девушка заходит в магазин, покупает ей еду, а камера снимает. Девушка отходит, и бабуля выкидывает это все рядом в урну и дальше стоит. То есть она ей по сути не надо. То есть, видимо, на деньги просила или что-то. Бывает всякое, а все равно давай. А девушка все равно спаслась. Она все равно свою благодать от Бога получила. А потом Господь сделал так, что не придется это ужин, потом действительно нуждающийся заберет. Что эта милостыня все равно попадет. Милостыня — это такая сила, которая все равно найдет свою дорогу. Вот в Москве у станции метро Текстильщики стоял молодой человек, лет до 28. И он ни у кого ничего не просил. Но он стоял неподалеку от урны, и проходящий там или выходящий из метро выкидывали остатки еды, и он как голодный накидывался, подбирал и ел. Но он ни у кого ничего не просил. Тоже делал. Тогда можешь и сам предложить. Можешь сам: слушай, вам купить что-нибудь? Я иногда вот спрашиваю, когда люди стоят в магазине, я говорю: а что вам хочется? Потому что важно не просто человеку дать какую-то подачку, а важно именно дать милостыню, потому что Бог смотрит на сердце. Ты можешь дать и большие деньги, но если ты делаешь это без сострадания, без милосердия, это не зачтется ни тебе, ни никому не нужно. Вот. Надо дать с любовью, с любовью, с любовью. Что вам хочется? Что вам там мама в детстве готовила? О чем мечтаете? А вот так, знаете, когда ты посмотришь, ты даже не веришь, как: слушай, колбасы. Ну, можно, если не просто. Ну, купим колбаски сейчас, ну что там, какая-нибудь простенькая колбаска, там 150 рублей стоит. Купим колбаску. Может, ему есть хочется, он яичницы давно не делал. Мы же тоже в магазин заходим и думаем, не лишь бы что, а что нам хочется, потому что организм что-то просит. Посмотри на него ласково. Если нечего дать, просто поздоровайся, скажи: добрый день. Ведь мимо него там уже 200 человек прошло, даже не глядя на него, как будто это стол, как будто это вообще не человек. Не здороваясь, вообще просто делая вид, что они его не замечают. Ты ему скажи: добрый день. А можно, знаете, вот тоже поразительная одна история про женщину, которая в монастырь подходила, и там сидят, и тоже много просящих, она там всем раздала, а последним не достала. Ничего. И она его поцеловала. Просто всегда поцеловала. Так же может человек взять: ну возьми его, приобними. Да и поцеловать можешь. Не убудет от тебя, не умрешь, не заболеешь, ничего, они почище нас что-то. И у тебя, кстати, иммунитет будет хороший. Это серьезно, это мне сотрудник в полиции тогда говорил. Тогда еще ковид был, а это мы были в изоляторе, там где 15 суток сажали. Он говорит: ой, мы, говорит, вообще ничего не боимся. У нас такой контингент, у нас иммунитет вообще от всех болезней не свит. Да, ни ковид, ни туберкулез, вообще ничего не страшно.
Вот. У тебя иммунитет будет хороший, ты получишь какую-то такую иммунную нагрузку. Вот ты. Поцелуй человека. Ну обними, скажи, Пасха, Христос воскресе. А ты крещеный, когда ты брат во Христе, ну поцелуй его 3 раза в щеку. Он будет месяц потом жить этой радостью, что его поцеловали, его 20 лет уже. Да, 20 лет его уже никто вообще глазами не смотрел, не то, что целовал. Ну, вот сделай так, вот серьезно, не будет, а наоборот не будет. Наоборот, в сердце припадется. Сегодня, вот я хочу обратить ваше внимание, Христос подавал милостыню. Об этом вскользь сказано, но об этом сказано, что носили вот они ящички, то есть он учил своих учеников давать бедным, хотя сам жил на подаянии, хотя он сам жил вот так, куда позвали, то и покушал, но что наложили, то и... Но носил же Иуда ящичек. Ну, Иуда, но он просто как кассир носил, но это же понятно, что это все делалось по велению Христа. Да. То есть носить ящик, что туда опускали, и дать бедным, дать бедным. Апостолы сразу подумали, ну, наверное, говорит, чтобы дать кому-то бедному. Ну, Христос им говорит, делай, что задумал, делай, что надо. А вот. Он тебе говорит другое, а апостол сразу, ну, наверное, чтобы дал нищим. То есть для него это было в обычае, в порядке. Христос сам жил на подаянии, и то подавал нищим. А сегодня очень важные строчки читаются у апостола Павла. Он говорит, там же сегодня память святых отцов Первого Вселенского собора, да, а среди них как раз и Николай, и Спиридон, и Афанасий Великий, которые вот постоянно жили в милосердии. Николай же даже вот стал потом по образам Санта-Клауса, Святого Николая, да, который тайком набрасывал деньги. Потому что без этой милости твоя молитва, твое богословие ничего не сделает. Я сам в Белгородске ходил там своими руками, бабулям, дрова рубил, чтобы это. Потому что знал, что вдовице послужить – это путь к богословию. Ты тогда сможешь о Боге правильно говорить. Сегодня же почему первый склад? Потому что богословы, они сформулировали, да, вот учение Святой Троицы, о Христе. Ты тогда сможешь только о Боге правильно умствовать и говорить, когда ты, первое, целомудрен, это обязательно, да, то есть в половом отношении целомудрен. И второе, милосердие. Когда сироту защитишь, вдовице дрова наколешь, вот, тогда тебе Бог своей милостью. И вот у апостола Павла сегодня мы тоже читаем Деяния, что он говорит, что я пойду там на праздник Пятидесятницы, да, в Иерусалим, поэтому он прощается и говорит, знаете, что к вам войдут вот эти волки, то есть еретики, не щадящие стада, будьте готовы, что надо будет стоять за веру. Вот. Но вы знаете, что вот этими руками я, то есть он как бы себя так молча хвалит, словами не говорит, но он подразумевает, то есть я вас учил истинной вере, и одним как бы из гарантов вот этой веры является что? Что я своими руками трудился, чтобы никого из вас не отяготить. То есть не заботился о деньгах. Трудился, чтобы накормить себя, и тоже как бы так чуть-чуть вскользь говорит, нуждам моим и бывших со мной послужили руки сии. То есть мои руки послужили мне, те, кто был рядышком. Кстати, послужил, постоянно тоже учил, что помогайте друг другу. Там, в той церкви гонения я вашу милость собирайте. Каждый день, пускай каждую неделю отлагает у вас. Немножко я отнесу. Вот. И как там вот эту фразу-то он сегодня заканчивает. Да, это уже конец, но там до этого он говорит. Давайте сейчас я открою. Потому что это очень важная строчка. Да, не золото, не серебра. Я не искал вас. Нам что есть? Нет. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых. Вот это. Что так трудясь, то есть трудясь самому. Надо трудиться самому. Вот сегодня мы тоже говорили там подросткам. Трудись сам. И зарплату всегда дели на 3 части. Первое – это семья, хлеб насущный. Семью, понятно, накормить, да. Второе – это обязательно поддерживать слабых, больных, заключенных, там, многодетных, ну вообще всех, кто нуждается. Всем, кто нуждается. Вплоть до животных. Блажен, кто из котов не будет. И третье – это на церковь. Эти 3 части, они обязательно будут равные, там, больше, меньше, это все регулируется. Но всегда помню, на себя, на бедных и на церковь. Так трудясь, надо поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса. Тут редкий случай,
цитируются слова Христа, которых нет в Евангелии, они как бы цитируются вот по апостолу. Да? Ибо он сам сказал: блажение давать, нежели принять. Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Вот он, богословие, милостыня, молитва. Да? То есть это прям вот связано неразрывно. Ну вот как вот апостол Павел, такой ум, до которого святые отцы даже повторю, если для трансляции не прозвучало, он сказал так, что так трудясь, надобно поддерживать славу. По слову Господа Иисуса Христа, ибо он сказал: блажение давать, нежели принять. Да. Я быстро только продолжу. Анна, да, я попросил ее сейчас пояснить. Продолжу. У нас студент по духовному училищу, Центр подготовки церковных специалистов, и она вот писала сейчас курсовую работу по чему сейчас сама расскажет. Чуть-чуть поближе. Она чуть-чуть, ну хотя бы сбоку, можете в трансляцию попадать, просто чтобы люди слушали, хотя бы ну, если Как? Ключик сейчас вам поставлю. Да, присаживайтесь. Вон, достаньте, там есть еще. Повернуть? Я не надо ничего поворачивать. Да. Я сегодня сказала, что мы сегодня вспоминаем святых отцов собора. Святый Николай Чудотворец. К нему мы обращаемся тоже за помощью заключенным. Вообще не буду выдумывать, а просто прочитаю. Так. Церковное песнопение, это акафист, да, если мы уже пойдем церковь, да. Заключенными от заступников и всемногих угодников Божьих, всему Пресвятую Владычицу, нашу Богородицу. Так, в акафисте по праву Божьей Матери мы слышим: радуйся, неусыпающая попечительница во узах и темнице сидящих. Богородица, да, мы к Богородице обращаемся за помощью и получаем помощь. И подобный пример помощи святых заключенных видим в акафисте святителю Николаю, чудотворцу, который избавление, нося воеводам неправедную смерть приятия имущим, явся во сне цареве, устрашил еси его, сих же неврежденных отпустить и повелел еси. Поэтому мы обращаемся к марликийскому чудотворцу со словами: радуйся, от уз и пленения освобождайся. То есть святые угодники сами приходили на помощь. Здесь важно, если ты знаешь, что человека невинно осуждают, да, это тоже долг милосердия за него заступиться. То есть тогда вот мы как раз с адвокатом отказали, потому что мы не знаем дела. Иногда адвокаты, они просто начинают тут уже хотеть вертеть там. Вот. А если ты знаешь, что это дело действительно дутое, вот такое бывает. Ну, говорят, примерно процентов 10 сидящих, это действительно люди подставленные, там, невинно. Ну, как пишут, что я вот пошла и меня забрали. Да, можешь заступиться. То есть помочь, засвидетельствовать в суде, каким-то образом содействовать освобождению. Ну и молиться, естественно. И еще вспоминаем, не можем не вспомнить и вообще не можем не... Среди великого слова святых есть угодница Божия в самом наименовании, которое отражено ее подвиг служения заключенным. Например, подвиг пошла. Да. Это святая великомученица Анастасия Зарешительница. Кстати, многие просят икону. У нас есть икона в Чове, в храме Верхнем Чове с частичкой мощи. Специально привозили, вот отцу Александру включили, она там лежит, и для нее заключенные сшили такую специальную переноску. Вот, она прям такая с ремнями. Вот, одевается и продается отец Александр, как всегда. На крестные ходы, или вот он когда едет, когда в колонию, чтобы ее не где-то в машине, а вот именно, чтобы можно было перед собой так прикрепить и с ним. Что интересно, что она же была из обеспеченной семьи, отец там какой-то властимущий был, да, и она одевалась в нищую одежду и осознанно шла прям в тюрьму, помогала, утешала. Тут есть, конечно, нюанс, что она помогала как бы исповедникам Христом. То есть исповедникам Христом, но все равно факт.
А все, Ну, конечно. так. Восприяла Исипот, приходите из града в град, посещающего узах сидящих. Ну, да, это было исповедником Христом. Мгм. Так. А замечу, кстати, что Господь сидел в тюрьме. Да. Господь сидел в тюрьме. Пускай одну ночь, но он был в Мы тюрьме. его сидели, да. Да, До суда. Я Предтечи сидел в тюрьме. И скончался в тюрьме, невинно. Петр сидел в тюрьме. Павел сидел в тюрьме. Многие святые. Я уже не говорю про наших новомучеников-исповедников. Уже известно, это вот женщина Татьяна Генри, по-моему, да? Или кто-то вот из женщин, ее прямо Она судили. повторила подвиг Анастасии Гриши. Да, она прям вот всю жизнь посвятила тому, что вот без конца там ездила, помогала, по колониям была. Это наша святая. Да, 20 века. Ее В потом... 1937 году. Как еще? Татьяна Грин, Брит, Можно я скажу? Даже в Новом Иерусалиме есть предел Христос в темнице. Да. Так в этом, в Ульяновском монастыре есть такая же небольшая скульптура. Скульптура Христос, сидящий в темнице. разделена. А сами, вот, например, написано, да, что вот сами святые, да, сидевшие в местах заключения, ожидались высокие образцы молитвы. Так, преподобный Максим Грек, пребывая в заключении в Иосифа Волоколамском монастыре, написал угрюм на стенах келью канон Святого Духа Утешителя. Служба всем святых в земле русским просиящим, совершаемая в первое воскресенье Петрова поста, была восполнена многими умилительными песнопениями, написанными святителем Афанасием Сахаровым и его союзником во Владимирской тюрьме. Да, Афанасий Сахаров. Он вообще всю жизнь прочитал. Он потом составил свой список, у него такой там где-то, наверное, 30 пунктов. Вот и вот так. Он год послужит, его арестуют, куда-нибудь там отправят. Выпустят. Он опять 2 месяца послужит опять. И вот он так и написал, потом прямо по дням посчитал, сколько он суммарно сидел по тюрьмам. Он здесь в Кукаре даже сидел. Некоторые даже помнят его, старожилы. В Вознесенском храме он тут прям сидел. В ссылке был. И сколько по дням он служил на свободе, сколько по тюрьмам. Если сам поправить, вот это воскресенье Петрова поста, неделя всех святых, это накануне Петрова поста. То есть с понедельника начинается Петров пост, а воскресенье всех святых это заговень. Да, служба всем святым. Подождите. Нет, правильно. Это же русским святым. Русским как раз первое воскресенье поста. Ой, Петрова поста. Уже подходя к святой чаше, говорим причину, мы молимся при имени во имя человека лучше, Господи, яко разбойника. То есть мы не смеем приступить к причастию святых тела и крови Христов, ведущих жизнь вечную, если не уподобляем себя покаявшимся благоразумным разбойникам. Но яко разбойник исповедуйте, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Да, интересная мысль, да. То есть это надо, чтобы причащаться, надо назвать себя як разбойник. Поставить себя на одну ступеньку заключенных. С преступниками. А как ты поставишь себя на одну ступеньку? Перед чашей будешь говорить, я как разбойник, а если у тебя фактически помощь просит, скажешь, ой, да что мне там какие-то зэки? Не хочу. Ну, а вот, Пашка, смотрите, еще одна мысль. Это важно, это я буду Да, еще одна мысль, заключенная в Божьем предупреждении церкви, она состоит в том, что каждый член церкви должен считать себя узником греха. Вообще не каждый. Ну, с этого мы начали, да, Да, свобода. в заключении мы слышим слова Всевышнего: «Изведи из темницы душу мою». И эти слова каждый член церкви произносит с своего лица. Все греховодение говорит, лица Адама и Евы мы все попали во власть греха и заключены в узы страстей. После смерти телесной вас потемнит. И только после искупительного подвига Господа нашего Иисуса Христа, желающих спасения через приобщение к плодам этого подвига, достаться свободы от уз. То есть это очищает. Познайте истину, да. Познайте истину делает вас свободой. Кстати, это вот мы тоже иногда пишем, что когда человек говорит, у меня некоторые есть, кто в письмах пишет, что говорит, действительно, вот я там ни за что страдаю. Я говорю, несите, это крест. Это крест, потому что это идет к освобождению, да? Да. Вот. Вы станете свободны. То есть человек, любящий Бога, он свободен везде. От греха. Он и в тюрьме будет свободен. Ну что он ждет? Потому что свобода, настоящая свобода, она внутри. Вот. И так иногда пишу, вот наши святые, они же сидели в тюрьмах, ни за что, не повинны. Вы тоже не повинны. Хорошо, если вы будете роптать, вам это не зачтется. А если вы смиритесь и скажете, достойно по делам моим приемлю,
Я это, допустим, убийство не совершал. Но сколько в жизни я совершил убийств, допустим, словами, мыслями и так далее. Вот теперь меня Господь такими мыслительными путями вразумляет, наказывает. Примите как спасительное страдание. И будете, тогда будешь свободны. Ну, то есть литургическое повиновение вообще у узников говорит нам, что и они члены тела Христова. Да, Мы не имеем права, потому что сам Господь их спасает. В каждой колонии храм или молитвенная комната, за каждой колонией закреплен священник. Но их надо, повторюсь, их надо подвести. То есть многие в колониях мне вот пишут, например, просьбу, ну давайте вот на скидку, любой вот просьбу. Не пишут, а верят. Не пишут. То есть такое ощущение, что человеку просто нечего сказать. Да? Обратиться мне больше некому. Так как я с 13 лет сирота, у меня были замечательные родители, но Богу известно, как мне их не хватает. Я честно с ними часто с ними общаюсь, мысленно смотря в небо. Я верю, что они мои ангелы-хранители. Видите, то есть человек верит как бы не столько в Бога, сколько в родителей. Верю, что эта нелегкая полоса в моей жизни скоро закончится. Я еще буду счастливым. Я для себя решила, когда все закончится, точнее наладится, я буду помогать таким же одиноким людям, попавшим в беду. Мне очень неловко просить у вас помощи, но я по собственной глупости оказалась в беде. Я совсем одна. Буду рада любой помощи. Заранее вас благодарю. Храни вас Бог. Видите, то есть человек Бога как бы упоминает, но очень смутное представление. То есть ему нечего сказать об этом. Нечего. У него нет ясной веры ни в Святую Троицу, ни во Христа, ни в Церковь. Ну, благо, что тут хоть так. Бывает, я искренне пишу, что это не атеист. Много у нас мусульман попадают. Из Казахстана, с Кыргызстана. Тоже по наркоте приезжают, с Красноярска сюда. Верно, приезжают, попадают. Я говорю, слушайте, у нас есть возможность прославить республику на весь мир. Люди скажут, мы к ним с наркотой, а они нас чаем напоили. Как они к вере-то обратятся? Пусть знают, какие мы тут на севере гостеприимны. Чего нести, чего их ругать? Они уже себя наказали на 12 лет, посадили. Глядишь, христианами станут, приехали сюда, такие уедут, православные. Кстати, вот Айджан, красивая девушка, очень красивая книжки, духовную литературу. Вот отец Евгений помог, мы что-то отправили. Она потом с таким восторгом писала про книгу «Не святые святые». Говорит, я прочитал, такая книга, такие истории там. Как они на фамилию? Ну, я сейчас посмотрю. Вон да, она. Тоже ей вот раза два уже отправляли. А что делать, если человек нуждается? А кто ей там? Сказать, как и странно, что ей пришло? Никто не поможет. Он говорит, я не сообщить ничего не могу, там в семье бегаю. В общем, вот через сердца заключенных Господь смотрит на наше сердце. Да, воспитывает нас. И как мы относимся к этим обиженным, сломанным и искалеченным духовным людям, то есть рабам. И не надо забывать, что мы тоже рабы. Сыновьями очень сложно стать. Ну надо. Ну, надо. Да, это наша вера, конечно. Спасибо. Спасибо. Вот еще книжечка тоже вам есть, я хочу ее взять почитать. Отец Андрей Ткачев. Он тоже много очень проповедует, я вот это уважаю. Он проповедует о милосердии, вообще о нестяжании. Сиделька называется. Я думаю, что там тоже много таких вот свежих мыслей, глубоких все-таки отец Андрей Ткачев знакомый, люблю. Анна, тебя возьми, да? Да, Читаю. Ну или там можно тоже взять, познакомиться. Ну, кто еще хотел бы что-то плавно сказать? Вы не думаете, что мы прямо как-то сами это искусство создали? Понятно, что мы, как и все люди, мы боимся этого мира, нам не хочется с этим связываться. Но сам Господь такой привел. С одного знакомства, с одной встречи, как-то вот так. Письмо за письмом, шаг за шагом, все это началось. И мы поняли, что это люди, живые люди. Да, в чем-то опасные, да, ненадежные, да, приходят, каются и снова попадают, и снова грешат. Такое тоже бывает. Кстати, наша ведь задача максимум это привести человека в церковь. То есть, чтобы он потом по освобождению пришел в церковь. И приходит, по-разному приходит. Кто-то приходит просто поблагодарить, кто-то приходит поговорить, кто-то приходит на истину. Такое. Кто-то приходит поработать, спрашивает по монастыре, спрашивает, чем потрудиться, чем помочь. И помогает.
Кто-то приходит и, я, по крайней мере, знаю людей, которые после отсидки стали серьезно помогать. И украшают храмы, и резьбой, там, и художественной способностью обладают. Кто-то на войну отправился. Тоже вот с Ключева сейчас спросили за одного человека, там красная колония, то есть для бывших сотрудников правоохранительных органов. То есть для судей, для вот, сотрудников полиции, которые попали, 40 опираются, да? Вот. И там попросил один человек за другого, говорит, ему никто не помогает, вообще вот никому. Вот. И деньгами попросил. Мы обычно деньгами не помогаем, это в исключительных случаях. Вот. Тут как бы проще послать, потому что у них там магазинчик, у них в Печоре там большое, такое богатое хозяйство, яйца там у них свои курочки, и сало, все есть. Ну, только деньги нужны. Ну, там какую-то сумму небольшую отправили. Она еще не сразу там что-то вернулась, потом снова пришлось отправлять. Он ее получил. Он даже не успел благодарность написать, и вот пошел в авторскую команду. Потом он звонит, вот тот, кто за него просил, говорит, а все, он уехал на... У меня так стало спокойно. Хорошо, что человеку хоть какой-то лучик света дали, а он сирота. То есть никого нет, дома никого нет, никто не ждет. Служил с полицией, ну кто-то вот оступился, что там то ли сбил кого-то, то ли там взятку взял. Может, вот погибнет сейчас, понимаете, а откажешь человека, а может его завтра не будет. Так хоть какую-то вот руку ему потянули, благодарили. Потому что он сам, я помню, письмо написал, а с просьбой еще, вот, он первично написал просьбу, когда вот поставили, не сказали. Поэтому помоги, не знаешь, кто завтра. Завтра умрет человек, а твоя милостивая, она вместе с ним пойдет на небеса, как Господь говорит, приобретайте себе друзей богатством неправильно. Потому что когда вы обнищаете, они воспримут вечное обитель. Многим эти слова непонятны, даже спрашивают, что это значит. Ну, кто объяснит, как я уже не раз толковал, что это значит. Вот, приобретайте себе друзей богатством неправильным, чтобы когда обнищаете, приняли вас в вечное обитель. Что это значит? Что значит богатство неправильное? Это все, что земное, оно тленное, временное, неправильно. Самое главное, оно не нами создано. Оно не нами создано. Нам дано. В этом смысле, да, вот святитель Игнатий Бродичев как объясняет. Даже только то, что мы отдадим. Или управитель, управитель говорит, 100 рублей, ты сколько ты мне должен? 100 рублей, ну отдай мне 80. Да, вот это Сядь тоже? в расписку, напиши. Да, на 80, да. То есть мы в этот мир ничего не принесли. Жизнь нам дали родители. Бог, лучше сказать, Бог через родителей, да? Имя нам дали, ноги, руки нам дали, ходить нас научили, работать нас научили. Мозги, мы что, свои мозги создали? Не создали, это нам все дано. Учителя нас научили, время жизни нам дано, то есть все нам дано. И даже та зарплата, которую мы получаем, строго говоря, по большому счету, это не наше. Это не наше, это просто Господь нам дает. Солнце, воздух, вода, недра земли, фрукты, ягоды, овощи, все от Бога, это все Божье. В этом смысле оно называется богатство неправильно, то есть оно не твое. Имей вот эту мудрость, чтобы понимать, что то, что ты имеешь, это не твое. Хоть ты 10 тысяч зарабатываешь, хоть 100 тысяч зарабатываешь, от копейки до копейки все не твое. Это тебе Бог дал. И так получилось в этой жизни, что кому-то дал, кому-то не дал. Кому-то дальше, кому-то больше, кому-то меньше. У тебя есть деньги, у тебя есть мозги, у тебя есть физическая сила, у тебя есть там какие-нибудь способности. Всем по-разному. Всем по-разному. Для чего? Я за то, что объяснял. Чтобы все друг другу служили. Чтобы было великое согласие. Потому что если у каждого было бы все для жизни, никто бы никому не нуждался. Все бы люди жили вот как атомы, да, отдельно. Вот сейчас мечта современных эгоистов, иметь все свое и жить просто там, для себя. Ничего не должен. Да. Сейчас любимая фраза. Да, никто никому ничего не должен, это твои проблемы, ну и так далее. А когда нуждаешься, это же прекрасно, ты можешь ему помогать. Как нога. Нога сломалась, другая работает за тебя. Так же здесь человек сломался. Какая разница, что тут разбирать, почему сломался? Не ты знаешь, не ты судить будешь. Помоги. Помоги, как сломанной ноге. Подержи его немножечко, 1000 оторви от себя. Не оскудеет только. 300 оторви, 500 оторви. Сколько можно? У меня была случай, когда женщина 50 рублей. Она говорит, ну я не могу больше. Она действительно, она тоже сама тоже после колонии. Вот. Она говорит, я живу в деревне, тут работы нет,
Я единственное, вот парикмахер. Позвали меня, я на дому постригла, мне там 200 рублей заплатили. Я говорю, слушайте, и как 500 заработаете, 50 рублей оторвите и пришлите. Она оторвала и прислала. Я говорю, это много. Это много, это немало, это шоколадка целая. Вы сами же знаете, как там цены. Это носки, это 2 конверта. Это очень много 50 рублей. Это не мелочь. И миллион мало, и 50 рублей нет. Вот так. Поблагодарил ее, записал отдельно, в квартире, там записал, 50 рублей. Поэтому кто-то по 100 рублей присылает. Есть человек по 300 рублей присылает. Каждые 2-3 дня, вот, видимо, там, в магазин зашел, купил для себя там, и вспомнил, что разлюби ближнего, как самого себя. Себе кофейку купил, так, 300 рублей отцу Максиму там для сидельца. Кто-то 1000 не присылает. Так что приобретайте своих друзей богатством правильно, чтобы, когда обнищаете, они восприняли вечный вид. То есть мы обнищаем. Мы обнищаем. Настанет время, когда уже все, когда каяться уже нельзя будет. Когда не будет уже силы, здоровья, уже не сможешь вообще ничего делать. Настанет время, когда мы умрем. То есть вот это вот обнищаем. Все, мы голые, там не будет одежды, там не будет вот этих чинов, званий, вообще ничего нет. Ты просто придешь к Богу, и с тобой будут стоять рядом твои грехи, которых числом, как песок морской. Ты в жизни ты их и не видел даже. Тут вдруг они вот так вот все, они вот такой горой на тебя лягут. Ты думал, что ты праведный там. Смотри, какой праведный. Вот и результат. А милостивая, она тебе поможет. Скажешь, да, Господи, чем я могу оправдаться? Я верил в Тебя, и да, я грешник. Я всю жизнь свою пропил. Но я верил в Тебя. Вот я умирал и сказал, пусть Иисус Христос меня спасет. Вот эти слова ты оправдайся. И второе, я был милосерден. Вот у меня был друг, взял 200 тысяч и там через 2 дня разбился на машине. А я его простил, я не осудил, сказал, ну ладно, все. Бог судил. Я там с его вдовы, с его детей, я им слова не сказал. Я простил своему должнику, и тебе проститься. Тебе проститься. То есть эти твои друзья, они примут тебя вечный вид. Они попросят у Бога, и Богу за их молитву тебя простит. Это у святых отцов часто встречаются прямо такие потрясающие слова. Они говорят, милостыню делает Богу твоим должником. Понимаете? То есть Бог, который сам никому ничего не должен, который ни с кем не советуется, никому отчета не дает, Он сам добровольно делает себя твоим должником, настолько для него важна милость. Если ты творишь милость, Он себя объявляет твоим должником. Ты имеешь тогда дерзновение за усопших просить, за весь мир молиться, за свои грехи получать прощение и ходатайство. Вот такое дело. Так что будем приобретать себе друзей. Богатство. Ну, скажи, что? Можно письмо, которое вы читали, которое последнее читали, взять? Анастасия. Тоже не раз уже отправляли, не просят. Некоторые хрена приносят, никакого хрена на работе не дают. Видимо, там какие-то опасные факты, короче, уже прислал целый пакет хренов хороший, срок годности хороший для футболицы. Отлично, а для им не нужно. Скажите, вы знаете, вы работали там. Скажите несколько слов. Что сказать? Нужна ли помощь? Не нужна? Конечно, да. Вот копейки. Некоторые не работают. И те, которые работают, там им какие-то платят копейки. Но они идут каждый раз, им нужно отовариться, купить чай, купить сахар, что-то есть дополнительно. Кроме того, что их кормят, вот, конечно, их кормят, и они их кормят неплохо. И когда они идут на освобождение, их тоже как-то готовят к этому, и деньги им дают им на дорогу. Ну, почему у них ну, я не знаю, может быть, сейчас уже этого нет. Обычно им это, если он куда-то едет, им выписывают билеты, за них заботятся. Они не брошены, государство их заботится. И почему они, вот он вышел на свободу, он пойдет, да, будет, пойдет консервы. Потому
что он всегда будет там сыт. Он всегда будет накормлен. И не всегда ему нужно. Я со своей точки, может, говорю это, потому что я проработала достаточно много. И многие возвращаются туда. Потому что они не приспособлены здесь, к этой жизни. Они привыкли. Им там все, на всем готовом. Их накормят, их помоют. Их медики, если он заболеет, их полечат. Все условия есть. И лечат их очень даже, может, даже лучше, чем нас. И когда они говорят, что там так все плохо... Правда, вы сейчас рассказываете про советские времена. Ну да, я сейчас не знаю, потому что я уже 20 лет не Ну, работаю. в чем-то сейчас стало лучше, наверное, в чем-то. Ну, раньше все работали, а потом... Это мужская была колония. Ну да, это А мужская. просто она женский пишет. Вот, да. Ну, наверное, порядки были одинаковые, что женский, что тогда, что мужской, что... Ну, главное, это, ну, вы понимаете, когда все это рухнуло, когда не стало, была же охрана, никому стало охранять, все повернулось, все стало по-другому. Они перестали работать, работы не стало у них. Тогда, когда они работали на лесоповале, когда работали на нефтяных складах, на разделках, лесопиление было. Там это были товары, они выпускали, ну, такие даже творческие были, штакет, рудстойку пилили, отправляли в этот самый на шахты. Очень большое производство было. А потом это все, они перестали работать, потому что не стало работать. Конверты уже придумывали хоть что-то, кроме хозобслуги. Там они же себя обслуживают, весь этот персонал. Уже не стало работы, они стали полностью на государственном обеспечении. Да. И работать, и, ну, времена поменялись, конечно. Да, они возвращаются. Да, я лучше это банку, подумаю, украду что-то и вернусь сюда. Потому что... А это как раз показывает, что душа больная, то есть она не мыслит о небесном, она не мыслит о небесном, она мыслит о земном, поэтому, да, для кого-то даже колония это как дом родной, специально туда попадать. Но мы-то почему и должны свет туда нести и словом, и делом, чтобы поднять человека вот над этой цепочкой неправильных мыслей, над этой цепочкой светолюбия, вообще служения земному, чтобы поднять его к небесному. Ну да, Василькаш, если занимался там начальник отряда, у него в отряде там 100 человек, допустим, с каждым надо, это же по каждому человеку эта работа ведется. Ведется у него индивидуальная, у него есть, на него заведена там тетрадь, по которой беседы проводятся, с ними работают. Потом и психологи же в старых колониях стали работать тоже. Кто еще что хотел бы сказать? Я хотел спросить, в свое время во ФСИН была поставлена цель полностью обеспечить себе сельскохозяйственный продукцию. У нас как выглядит? По-моему, не цель не выполнена, конечно. Частично. Вот в некоторых колониях не близки к этому. Но полностью себя обеспечить невозможно, особенно на севере. Поэтому что-то они там, конечно, продают, закупают. Но в любом случае колония это, кстати, очень затратная нагрузка для бюджета. Я считал даже как-то. Вот у нас в России около 600 тысяч в общей сложности людей в местах лишения свободы. 600 тысяч. Вот. И ФСИН по общим затратам это одно из самых крупных ведомств. Ну, у некоторых есть подсобное хозяйство, есть у некоторых. Центральной России, в Южной России. Да нет, и в Печоре вот у них там, да, и поросятки, и там курочки, вот, и других там цветочки сажают. Ну, наверное, как-то сертифицируют, что-то делают, они молочное производство есть. Где-то бывает, они заключают договоры с другими предприятиями, то есть заключенные, они, особенно вот, у которых уже колония, то есть такой вот уже облегченный режим, они выезжают в город, на стройках работают, так называемые расконвойные.
вот, на поселениях. А на Жешевском фанерном комбинате очень много там. Свои какие-то производства. Свои производства есть, конечно, и да. Первая колония в Чоре, у них же очень большое дисциплина производства. И 75 рублей остается из зарплаты, да? Ну, понятно, что это какой-то исключительный случай. Это может человек там на больничном кладу, скажем, что-то может повысчитывали еще, там, алименты, иски. Конечно, не у всех. Я знаю, что некоторые по 30 тысяч зарабатывают. Но не все ведь и просят. Мы же не можем сказать, что все 100% просят. Кто-то просит, кто-то не просит. Кому-то из дома помогают. Здесь, в принципе, такой просящий никого. Конечно, мы видим иногда, что если человек злоупотребляет, вот он только получил, через месяц у него снова там большой список. Бывает, тогда мы уже уточняем, связываемся с колонией или с управлением, уточняем, на каком положении там человек, что у него, получает какую-то помощь, не получает. Иногда пишем письма, объясняем ему, простите, вы не увлекайтесь, у вас много, мы деньги не печатаем. Вот. Есть возможность, помогаем, нет, давайте там чуть-чуть пореже. Вот одна женщина, она, видимо, получала и потом оплачивала адвоката. Себя. Продавала то, что послали, что ли, в колхозе? А и другое бывает. Нет, не продавала, в том плане, что она, ну, видимо, в качестве своего оправдания нанимала адвоката, чтобы оправдали ее или там снизили срок. Иногда, кстати, получается, да, очень часто вот в СИЗО мы перед отправкой всегда уточняем, потому что люди очень часто бывают. То есть люди сажают, а потом через неделю его уже нет, через месяц его уже нет. Да, иногда говорят нам такое, говорят, что это там валюта. Ну, то есть чай, там, сигареты, ну сигареты, понятно, что никому не посылают, хаску доволоску посылают. Но это там валюта, то есть они обмениваются друг другу, там это все передают. Ну и пускай, это же их уже взаимоотношения. Как? В итоге кто-то этот чай ведь выпьет, а уж они там друг другу на что-то поменяют. Дети и то вон меняются всякими там бусинками. Понятно, что здесь тоже люди. Поэтому иногда размер не пишут, посылаем там футболку, носки. Ну, брат, какой есть такой, ну, не написали, значит, сходи размер. Между собой поменяются, разбираются. Вот это пишет наша Айджан. Айджан, да. Тут сочинила даже стих такой. Я вот взяла откуда-то. А я у Бога милости прошу, но не уверен, что ее достоин. Я, как и все, грешу. Но каждый грешник все же что-то стоит. Грешу, молюсь и каюсь каждый раз. И снова у небес прошу прощения. Надеюсь, не зайдет он и до нас. Нам простит все наши прегрешения. Ведь он же сам отправил нас на грех. Здесь какая-то непонятная строчка, да, что он отправил. Но, с другой стороны, мы же, как это можно так сказать, попустил нам грех. Святой Отец, прости же нас, послушай. Решить мы будем вновь, из века в век. И лишь прими израненную душу. Ну, все остальное. Открыточку получила от детей. Мне очень приятно. И, да, особенно для меня, как матери, как в доме тоже жить. Благодарю, дорогие, благодарю вас, благодарю всех, кто участвует, кто нам деньгами, руками, открыточками помогает. Благодарю. Через это мы стали ближе, стали общаться больше, да, с командой такая появилась, общее дело. Вот я тоже всех призываю, детей к этому привлекать, детей, подростков, то есть есть одна семья знакомая, мы все вместе, вот тут рядом с детьми собираем, отправляем. То есть это мощное воспитательное дело. Включать их. Мы сейчас жалуемся, что дети без детей растут. Вот мы сделаем. Пусть знают, что есть и такая сфера жизни от суммы, от тюрьмы, как говорится. Еще хочу сказать, значит, просто это чай. Чай. Никогда. Но я потом одного эксплуатировала, как бы, я беспокоюсь, что они чефирят. Вот. А думаю, что-нибудь случится, потом я признала, что они чай взяли. Мы получаем чай, посылаем чай простенький. Вот самый обычно даже вот этот в физик пакетах красная цена. Ну, цена там 20 рублей. Маленькая пачка. Ну, кстати, вполне такой себе. У нас вот в соборе, значит, один спрашивал, а потом я
поступила, он говорит, я только 3 пакетика завариваю на один раз. Ну, 3 пакетика это уже Да. один, если он как вот такой цвет дает. Ну, если мы пачку чая, я понимаю, да. Вот. Но мы вот одну отправляем, там Я 20 сегодня пакетиков, просила. сильно я не поупотребляешь. Я говорю, ты меня Нет, прости, все я эти говорю, вперед. я говорю, я видите, Это по себе стимулирует. на свое усмотрение чай тебе брать не буду, потому что я беспокоюсь, что Можно тебе зеленый, там можно просто зеленый. Чефирить хватит почти на Сначала, месяц, а да. если чефирить там на неделю. Если не решать, да? Конкретно чай 100 пакетиков. А, Да. У нас в Коряге, в ночлежке тоже они так, знаете, кстати, как воспитанные, вот это, пожалуйста. Вот приходит, вот это, который у нас на маленького 20, ставит чашку, принес чайник вскипевший, себе налил, и все. То, что там батюшка сидит в гостях, пришел, то, что вокруг другие, вот наливается. Приносишь пачку чая, у них чай в цене. Чая, потому что у них обычно нет. Пачка 25 пакетиков. Вот. Их там как раз примерно 25 человек. Несложно посчитать, да, сколько каждый. Мне, несмотря на это, тоже там 2 пакетика себе, там, 3 пакетика в чашку такую маленькую, и еще 2 пакетика в карман. Делаешь замечание, прямо говоришь, слушай, ребята, ну давайте как-то поскорее по одному. Мимо ушей больше. Банку консервов человек открывает и возле себя ставит. Все. И соседи, ну, даже еще каждый. Я говорю, так вы здесь потому и оказались, потому что это, я прям поражен был тогда. Это вот схема жизни. Все мне, все для меня, все для себя. Мы, кстати, часто с посылками пишем, делитесь, а никто не... Я поделился, все готово. То есть даже тем, что я тебе бесплатно даю, делись. А вторая причина, почему люди попадают, это непослушание. Вот наши бродяги у собора стоят, сколько мы их там гоняем, говорим, здесь не курите. Понятно, что вы не можете сейчас сразу бросить, вон туда, за угол отошли. Да. Через 2 дня смотришь, уже по 3, по 4 раза делаешь замечательно. Я говорю, теперь понятно, почему у вас так, потому что непослушны. Научитесь слушаться хотя бы вот в этих мелочах, научитесь слушаться. Вы же здесь в гостях, это же не ваш дом. Вы в гостях сюда пришли, милостыню просили. Порядок умейте соблюдать. И все, жизнь будет меняться. Что делают, там не сказали, которые на вратах стоят. Складчину там делают. Когда есть, никогда есть, не дают. Есть Я уж конфетку дам, мне тоже. Это знаете, как про рай, про ад, да? Господи, покажи вот мне здесь, что рай и ад. Вот в раю сидят люди и кормят друг друга, а в аду сидят и каждый уже сами не дотягивает ложку, потому что не может. А в раю помогают друг другу и кормят. Вот это рай. Да. И вот в ночлежке я говорю, да вы потому здесь оказались. Потому что каждый привык вот кормить самого себя. Так что все из сердца, все из веры. Ну что, тогда на этом закончим? Благодарю всех, благодарю. Вы всегда отключайтесь, обращайтесь. Значит, много это радость большая, это вот прямо лекарство от сребролюбия, от одиночества, от уныния, от много чего, это отдельная тема, можно рассказать. Физически кого там плечи крутить, так вот пакетики потаскать, немножко поработать, пожить, все помогает. Максим, я по обыкновенные коробки беру в магазине и переклеиваю. Да? Все нормально? Конечно. Экономика. Да, что качественно Ну, просто. не знаю, как врач. Ну, технологию все объяснить, кто отправляет, кто же знает. Ладно. С Богом. спасибо большое.